Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И кавалер орденов Ахмата Хаджи Кадырова и мужества. Медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Полковник внутренней службы Рамзан Эльдибиров, который сегодня возглавляет медико-санитарную часть МВД России по Чеченской Республике. За этими регалиями, друзья, и должностями путь врача, посвятивший себя служению народу. Путь полный вызовов и самоотверженного труда. Я скажу так. И это не пафос. Это факт. Машуа, Рамзан. И переходя к нашему разговору. Начальник медико-санитарной части. Это должность врача или все-таки администратор? Ну, знаете как. В мирное время, наверное, больше администратор. А когда идет параллельно специальная военная операция или контртеррористическая операция, вот тогда уже приходится совмещать и врача, и как администратора. А не трудно администратор, врач, действующий? Нет. Не сложно бывает? Не сложно, наоборот, где-то интересно. Руки-то не забывают свою работу. Иной раз приходится, да, и работать, самому подключаться. Вот, неоднократно. Тем более после двух войн, которые у нас были, сейчас третья, и приходится и заниматься хозяйственной частью и лечить и в том числе, и хозяйственной, и помощь оказать. Вот. А что привело вас в медицину, Рамзан, товарищ полковник? Если я не ошибаюсь, в вашей семье врачей не было. Не было. Вот что подвигло вас стать медиком? Если честно, вот не знаю, вот еще со школьной скамьи я как-то увлекался, вот тогда были журналы здоровья. Я помню, часто читал, вот, и как-то втянуло меня в медицину. Я хотел как-то помощь оказать, чем-то кому-то помочь. Вот. Так пошло-поехало. Сначала поступил в наше Чеченское государственное медицинское училище. Еще не окончил, когда я начал работать. Закончил училище, потом уже не стал останавливаться на достигнутом. Пошел дальше учиться. Поступил в наш Чеченский государственный университет, медицинский факультет. В период двух войн закончил медицинский факультет. Начал работать в гражданской больнице. Работал-то я и с 92-го года. Ну и продолжал параллельно и работал, и учился. Вот. Ну, после уже в 5-м году уже перешел в МВД. Как вы уже сказали, вы прошли обучение в Чечено-Ингушском медицинском училище, в нашем знаменитом медицинском она всегда была знаменитая, да. Сейчас это Чеченский базовый медицинский колледж. Да. Затем окончили медицинский факультет Чеченского государственного университета. Так точно. Интернатуру прошли. Да. И стали врачом. Анестезиологом, реаниматологом, да. Работа в 4-й, 9-й городских клинических больницах, правильно? Да, правильно. Грозного. И вдруг военная медицина. Или это было не вдруг? Знаете как, я всю дорогу работал в реанимации. И жизнь меня учила так, что, ну, жизнь и работа меня учила, что постоянно надо помогать, оказывать экстренную помощь. И, соответственно, не знаю, как-то потянуло на военную медицину, как-то больше адреналина, как говорится. Вот. И в 5-м году меня назначили начальником военно-врачебной комиссии, тогда еще медицинского отдела. Это было в 2005 году? В 5-м году, да. Потом, через 4 месяца, меня назначили уже начальником медико-санитарной части. Смотрите, вы в 2006, да? Как мы говорим, возглавили медико-санитарную часть МВД по Чеченской Республике. А вскоре ведомство под вашим руководством было признано одним из лучших в системе МВД России. А как вам удалось за такое короткое время достичь таких результатов, таких высот?
Знаете, вот наша медико-санитарная часть, она Стать лучшим врачи, это... всегда она лидирует. Ну, скажем, даже по сегодняшний день в лидере пятерку. Она всегда находилась. Вот были моменты, вот послевоенные события, когда мы быстро все восстановили. Ну, тогда врачи наши работали энтузиазмом. Все, ну, и что касается профосмотра, что касается оказания помощи, экстренной помощи. Если это всю цифру сложить, соответственно, мы вышли на первый уровень. Это, если не ошибаюсь, то ли 8-й год, то ли 9-й, ну тогда лидируешь. Ну, после этого тоже были мы на первом месте, а так в первой пятерке мы стабильно. Ну, смотрите, в то время, скажем так, почти ничего не было. Почти Как не такового было. здания не было, как такого оборудования, людей надо было искать, специалистов надо было искать. Вот как вам все это удалось? Вот как удалось привлечь Ну, знаете, вот к работе и людей, найти оборудование? Вот как все это происходило? в каждом регионе свой менталитет. Например, у нас, возьмем Чеченскую республику, да, в том числе и сейчас, вот, состоявшиеся врачи, специалисты, это, грубо говоря, мои однокашники, которые со мной учились, которые со мной работали, вот, всегда прибегался к ним, ну, просил помощь, если где-то врачей не хватает. Они всегда шли навстречу, в том числе и сегодня. По поводу оборудования, всегда нам фонд именно Ахмата Хаджи Кадырова помогал, где сейчас руководителем является Эмая Несиевна. Вот. По поводу лекарств в том числе. Но если что-то где-то не хватало, нам всегда фонд помощи помогал, а так снабжение было федерального центра. Поэтому мы вот всегда старались вот быть первыми. Вот. И по И вы сегодняшний заново день создали картотеку. заново все создали. Вот если Сейчас сколько у вас людей в картотеке? на данный момент у нас всего коллектива 250 с лишним человек, а так обслуживаем мы на сегодняшний день где-то 59 тысяч человек. Это только на территории Чеченской Республики? Да, это не только территория Чеченской Республики. Это сотрудники МВД, Росгвардии, члены семей, инвалиды, пенсионеры. Вот, если Справляетесь? Не МЧС. трудно с таким количеством? Ну, пока справляемся. Пока справляетесь. Да. Будем надеяться, что будете справляться и дальше. Смотрите, с 2022 года ваша жизнь неразрывно, я скажу так, связана со специальной военной операцией. А вот как началась эта глава вашей жизни? Вам было приказано выдвинуться в зону специальной операции или вы сами добровольцы? Вот как все это происходило? Знаете, вот, когда только все начиналось, очень много наших добровольцев там были. И в том числе сотрудники МВД, Росгвардии и простые жители принимали активное участие. Соответственно, были первые потери, раненые были. Вот, и там, соответственно, помощь оказывалась не очень, и лечебных учреждений не хватало. И Рамзан Ахматович поручил поехать, наладить, оказать помощь. Соответственно, поехали, оказали помощь, эвакуация раненых, там, госпитализация, ну, в дальнейшем, ну, медицинское сопровождение полностью вот, наших бойцов, не только наших, да и мирные граждане, из других подразделений помогали. Ну, для меня ничего нового там не было, так как, я еще раз повторюсь, человеку, который прошли вот 2 войны, да, и 2 войны вы работали именно врачом, и это 3-я СВО, как-то... Ничего удивительного для вас нет, не было? уже с привычкой уже. Как привычка? Да, уже? что-то есть, как-то отвыкать и заново привыкать, конечно, трудновато, но в целом нормально. А Справились. сколько времени потребовалось, чтобы адаптироваться к новым реалиям, хотя мы привычные люди? Где был развернут первый госпиталь? И сколько госпиталей Ахмат сегодня спасают жизни в зоне СВО? Ну, Вот времени, такого. в принципе, там и не нужно адаптироваться. Адаптировались быстро. Хочу подчеркнуть, что врачи, которые сейчас работают, и тогда, которые работали в СВО, это люди, которые прошли через все. Ну, быстро. Первым делом наши бойцы были, вот, когда захват Мариуполя, да? Ну, когда Мариуполь брали. Там же в Мариуполе первый медицинский пункт развернули. Потом недалеко от Мариуполя на вазу
есть такой населенный пункт, километров 30, по-моему, от Мариуполя. Вот. Там мы развернули уже госпиталь большой, там легко раненых лечили, тяжелых эвакуировали совместно с Министерством обороны и с Министерством здравоохранения тогда Донецкой Народной Республики. Так и работали. Так и работали. Да, Просто привычно. работали. Да, желающих, тогда врачей было много. Но это опять же повторюсь, врачи, которые мы работали вместе и в первую, и вторую кампанию. Вот. Как-то сплотились быстро, организовали все. Ну и по сегодняшний день работаем. А вот на сегодняшний день сколько госпиталей «Ахмат»? На В зоне сегодняшний, специальной военной операции. на сегодняшний день у нас вот действующих 5 госпиталей. И чем госпиталя «Ахмат» отличается от других врачебных, медицинских учреждений? Знаете, вот нету там такого большого отличия, но знаю одно, что в наших госпиталях вот нету такого, что этого не хватает, того не хватает. У нас снабжение стопроцентное. Лечатся у нас не только наши бойцы, еще раз повторюсь, и с других подразделений бойцы. Вот, Я знаю, и гражданские к вам и приходят. гражданские приходят. Вот. Поэтому Никому не да, отказываете? не отказываем. Всех принимаете, всех лечите? Всех. А как вы оцениваете нынешнее состояние военной медицины? Спрошу так, как специалиста. В каких условиях работают врачи на передовой? Вот какое какое лечебно-диагностическое оборудование есть в вашем распоряжении? Какие уникальные операции можете делать там, в зоне СВО? Если постараться, там, в принципе, можно любую операцию делать. Любую там, операцию? да, но там такой необходимости нету такого. Знаете, вот давайте начнем с первого эшелона. Давайте. Да? В первую очередь, после ранения элементарно, бойцу что нужно? Перевязать, кровь остановить, обезболить, и все. Дальше уже на более безопасное место, там уже первую помощь оказывают, и дальше уже в госпиталь. То есть это идет этап эвакуации раненых. Первый, соответственно, очень многое зависит, как он оказали там первую помощь. Дальше уже, если ему требуется более длительное лечение, месяцами, сразу подаем на эвакуацию. Мы совместно с Министерством обороны очень хорошо слаженно работаем. Если где-то на эвакуацию подать, сразу они берут, эвакуируют. А так, скажем, не обязательно ранение. Даже соматические разные болезни. Если поменял климат, питание, конечно, разные болячки появляются. Соматические больные, простудные заболевания тоже. От этого тоже никто не застрахован? Никто не застрахован. Поэтому госпиталя работают на все 100% снабжение, что касается и оборудования, лекарства. Поэтому на сегодняшний день справляемся, все отлично. И тогда такой вопрос, товарищ полковник. Как мы уже говорили, вы с самого начала находитесь в зоне СВО. И я хочу у вас спросить, как изменился характер ранений за эти годы? Вот стали более тяжелыми последствия современных средств поражения? В самом начале СВО было только вот крупное осколочное ранение, пулевые. А сейчас уже там буквально коренным образом все, можно сказать, изменилось. Сейчас уже мелкие осколочные, в основном вот FPV-дронами. Оглушение, сотрясение, контузия, да, и мелкие осколочные. Соответственно, человек из строя выводит, конечно, но ненадолго. А ведете ли вы счет спасенных жизней, если это будет правильно так спросить? Сколько бойцов после лечения в госпиталях возвращается в строй? Существует ли какая-то статистика? Жизнь дарит и забирает Всевышний, но мы приложили условия очень сильно и очень многим помогли. Но сказать, чтобы взять вот этому, тому спасли, мы такую цифру не ведем. Да, спасали, и очень много. Если так, цифра полностью озвучивать я не буду. Но в среднем возьмите, вот если в месяц где-то от 400 человек, вот примерно в месяц от 400 человек мы будем направлять в другие подразделения. Что из этого? Ну, вы поняли меня. Да. Хорошо. Вот такая вот картина. Снимается этот вопрос. И все-таки не могу не спросить
Вот про это. А знакомо ли вам чувство страха? Как часто приходилось сталкиваться с воздушными тревогами, ракетными ударами, атаками беспилотников во время вашей работы? Ну, страх, конечно, есть. Ну, если человек без страха, я не знаю, ну, или дураком должен быть, или не знаю. Ну, конечно, страх есть. Страх чувствуется. Да, неоднократно и машины наши обстреливали именно скорые, когда эвакуировали раненых. Хотя было видно, что Были это ранены, медицинские. да. И врачи были ранены, и в том числе и пациент, который мы везли. Как-то и перевернулась машина после обстрела. Ну, много моментов просто сейчас. Часто Рассказывай. обстреливают медицинские учреждения эти, так Да. сказать, Если они вооруженные находят, силы что там, Украины? если они находят, что там есть бойцы, конечно, обстреливают. Вот. Целенаправленно, зная, что это лечебное Эти фашисты учреждение. бьют Все, по да. медицинским работникам, по медицинским учреждениям. И Да, вы да. работаете, продолжаете, Мы не работаем. останавливаетесь. И врачи, которые в самом начале сами работали, у них даже очень много видеосъемок, которые обстреливали больницы, зная, что там больница. Мы на это не смотрим. Мы всем помогаем, Вы и пленным помогаете. в том числе. Врачи в зоне СВО. Наверное, врачи там в зоне СВО пользуются особым уважением. Вот какое отношение у наших бойцов к вам, к врачам? Действительно, с большим уважением относятся к врачам. Если мы где-то закрыли госпиталь, там разворачиваем, и, соответственно, сами приходят, мы никого не зовем, сами приходят, изъявляют желание, и где-то строить, где-то почить, где-то подремонтировать, где-то воду привезти, сами приходят, помогают. Когда, будучи еще, когда у нас лечатся, также помогает. Вот. С уважением относятся, с большим уважением к врачам. И если И вы они знаете, ценят, что врач и они ценят их труд, ценят, ценят. и нет такого, вы кто, зачем, почему, Такого нет, наоборот. оберегают. Да. Вот это очень хорошо. Товарищ полковник, как опыт, полученный в зоне специальной операции, повлиял на вас как на профессионала? Ну и, конечно, как на человека. Что-либо изменилось? Знаете, вот с каждым годом все меняется. Опять же, повторюсь, в первую чеченскую кампанию одно было, вторая кампания совсем другое, а это совсем другое. Конечно, есть каждой войны по-своему. Каждая новая война, там уже новые коллективы, новое что-то. И, соответственно, медицина тоже что-то новое. И мы уже знаем, что там на передовой, непосредственно на передовой, нельзя открывать госпиталь, хотя открывали, работали. Можно в тылу, нужно в тылу открывать, ну, чтобы стабильничать так, как он должен отдыхать. Если человек лечится, соответственно, мозг должен быть отдыхать. Спокойствие он должен чувствовать. Ну, есть по мелочи много чего, но взять вот конкретно вот такого нет. Вот. Просто работаете? Да, просто работаем. Хорошо, а где врачи отдыхают? Чем увлекаются? Что делают в свободное время? Или у вас свободного времени там в зоне СВО нет? Свободное время есть. Врачи живут, работают в этом же здании, где лечатся наши сотрудники. Прямо в медицинском учреждении? Да, там же и, можно сказать, в каждом пункте есть, ну, нету такого тренажерного большого зала, но с приспособленным помещением, там и занимаются, кто ходьба, у кого-то бег, кто-то там железкой поднимает, поэтому свободное время. И бытовые условия? И бытовые, все как устраивает, да. положено. Ну, как дома, да. Все есть? Все есть. А чего нет, подвезут? Чего нет, буквально на второй день. Это тоже очень хорошо. Оружие есть у врачей? Оно нужно врачам? Конечно, есть. Есть? Есть. Пользуетесь? Приходится пользоваться? Ну, Были ранее, случаи? да, ранее были, в последнее время нет, но уже все больницы полностью под охраной, четко наши ребята охраняют, поэтому необходимости оружия нету. Да, военного человека, да, оружие да, есть как у каждого положено, да, врача.
Конечно. Хорошо. А легко ли стать военным врачом? Вот я скажу, да, вот так. Я гражданский врач, хотя это будет как-то звучать, но все-таки я гражданский врач, захотел приехать в зону СВО, стать военным врачом. Легко стать военным врачом. Знаете, как? Работать там, на фронте. Это от человека зависит. И что нужно? От человека. Если человек всю жизнь был спокойным, хотел там спокойную работу, вот, но ему трудновато будет. Если человек постоянно, нужен был ему адреналин, там, экстренность, где-то экстренно поехать, приехать, оказать помощь, вот таким не трудно. Быстро переобуется, грубо говоря. Понятно, понятно. А расскажите о взаимодействии с другими врачами, в том числе с коллегами из Луганска, Донецка. На высшем уровне, с первых дней. И с Минобороны, и с Росгвардией, и Министерством здравоохранения, в том числе Луганск, Донецк, Белгород, Курск, Херсонская область. На высшем уровне всегда с пониманием отношений друг к другу помогали и помогаем в том числе. Что нам не хватает, или врачей, специалистов, мало ли где-то. Не все же тоже, не все же узкие специалисты у нас есть. Где-то консультация нужна, они помогают. Если им какая-то где-то экстренная помощь нужна, мы даем врачей. Вот. Взаимодействие на высшем уровне. Как вы говорили, мы просто работаем. Да. Несмотря ни на что. Да. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень хороший разговор. Вот, товарищ полковник, что бы вы сказали действительно тем молодым врачам, да и вообще врачам, которые хотят приехать в зону СВО? Первым делом я бы хотел поблагодарить врачей, которые непосредственно с первых дней СВО трудились. И в данный момент тоже трудятся. Хочу выразить им слова благодарности. Действительно, это, не скажу, что очень тяжело, ну да, тяжелая работа, несмотря ни на что, они сегодня трудятся, работают, помогают. А желающим приехать в СВО с большим удовольствием, если такие будут желающие, пожалуйста, мы дадим ему работу. Научим, Скажу еще одно. поможем. Да, скажу еще одно. Ну, взять и на передовую я врачей никогда не кидаю. Сначала еду сам все проверяю, смотрю, безопасно ли там. И после этого только я там открываю госпиталь и, соответственно, и врачей туда отвожу. Да, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности руководителю фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, руководителем является Аймай Нисиевна, за ту помощь, поддержку, которую она оказывает. Действительно, это не просто слова. Это надо самому все это увидеть. Это не только медицинское оборудование, лекарства, в том числе детские дома, одежду. Даже не перечислить все, что она делает для жителей, в том числе и наших бойцов. И отдельное, конечно, спасибо главе нашей республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за стимул, за поддержку, за понимание. Вот. Спасибо за все. Я присоединяюсь ко всем вашим словам поздравления и пожеланий. Товарищ полковник, я очень надеюсь, к вашему возвращению к Новому году мы опять в этой студии встретимся и подведем итоги работы за год. Согласны? Договорились? Да, Мула. Да, Мула. Спасибо. И еще раз вам спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам, врачи. И низкий поклон вам за вашу работу. Тересу, вам спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, полковник внутренней службы Рамзан Альдибиров, начальник медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике. Я ничего сегодня добавлять не буду. Врачи СВО. Этим сказано все. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.